Добрый день, все дорогие наши друзья. Добрый день всем, кто нас сегодня слушает и смотрит. Наши братья и сестры, наши знакомые, наши близкие. Это время сейчас посвятить Богу, послушать Его Слово, быть в Его присутствии и услышать Его сердце, что Он говорит в нашу жизнь сегодня. Поэтому давайте мы коротко помолимся с вами, прежде чем будем славить Его. Господь, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе, и, дорогой Дух Святой, мы просим, чтобы Ты сегодня прикоснулся к каждому сердцу, чтобы Ты говорил через Слово Твое и открывался нам, Господь, чтобы каждый, кто сегодня слушает и с нами вместе пребывает, чтобы они насытились Тобой, Господь, насытились Твоим Словом, Твоим присутствием, и чтобы, Дух Святой, Ты благословил каждое сердце, чтобы каждый ушел после этой встречи насыщенным Тобой, Господь. Благодарим Тебя за Твое присутствие и славим, мы посвящаем Тебе это время, это Твое время, Господь. Возьми его, возьми наше сердце и возьми нашу жизнь, и преображай ее в свою славу, Господь. Аминь. Будем славить Его. Нас Эстер сегодня помогает тоже прославлять Бога. Прославят Тебя, хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, Ты наш Господь. Хвала Тебе, хвала Тебе.
Аллилуйя, хвала Тебе, Ты наш Господь, Ты наш Господь, Ты наш Господь, Ты наш Господь, Ты глагол. Аллилуйя, аллилуйя, славим Тебя, Господь. Аллилуйя, мы славим Тебя, Господь. Если вера движет горы, пусть увидят это все. Мы приходим с ожиданием приблизиться к Тебе. Ждем Тебя, Господь. Ты Отец всего творения и знаешь все сердца. Ты тот, кто дал спасение, явив любовь Отца. Мы ждем Тебя, Господь, вознесем руки к небесам с хвалой. Всю любовь отдаем, поем аллилуйя. Знаем, верен обещавший, Ты верен до конца. Мы быть с Тобой желаем, Ты все, что нужно нам. Мы ждем Тебя, Господь, вознесем руки к небесам с хвалой. Всю любовь отдаем, поем аллилуйя, поем аллилуйя, поем аллилуйя, поем аллилуйя. Мы ждем Тебя, Господь, вознесем руки к небесам с хвалой. Всю любовь отдаем, поем аллилуйя, поем аллилуйя, поем аллилуйя, поем аллилуйя. Ждем Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо, Бог, Тебе. Спасибо.
спасибо, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Мы поем Тебе, Господь, наше сердце поет Тебе, наши мысли идут к Тебе, Господь. Аллилуйя, Ты нашел меня, и избавлен я Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки Твой. Ты нашел меня, Господь, и избавлен я Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки Твой. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь.
Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим, что мы теперь Твои дети. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Пусть наше сердце сейчас полностью будет подключено к Тебе, Иисус, к Твоему сердцу. Наша душа будет подключена к небесам, чтобы мы могли внимать нашими внутренними глазами и ушами, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, благодарим Тебя. И сейчас, наверное, мы дадим слово сначала нашей сестре Лидии Константиновне, чтобы она могла вам что-то чудесное засвидетельствовать, и потом еще что-то будет интересное, прежде чем вы услышите основное слово, которое сегодня Бог приготовил. Поэтому мы уступаем место Лидии Константиновне. Доброе утро, дорогие братья и сестры. У меня сегодня в честь этого праздника просто Господь, вот Он хочет прославляться всегда, Он любит нас. И вот я хочу засвидетельствовать, оно свидетельство, но старого никогда не бывает. Это у меня случилось со мной в 1997 году. В 1997 году. Это была пятница, август месяц. Ничего не предвещало вроде бы беды. Вот. И у меня в то время муж очень пил. Он ушел с работы, не ушел, но ему пенсию оформили, так как он военный был. И он, что я не нужно, у него депрессия, он ушел на дачу и начал, он пил там. Я взяла пост, молилась за него. На третий день я пошла туда на дачу. И вот просто я когда пришла на дачу, посмотрела на него, он был вообще никакой. Он лежал, весь трясся, у него просто бледный, не мог пошевелиться даже. И когда он меня увидел, говорит: Лида, пожалуйста, я так каюсь, что я вот начал пить и все, просто это не выход. Он это все понимал и говорит: вон там за диваном есть бутылка, иди ее вылей. Я пошла, ее с радостью взяла и говорю: Господи, я благодарю Тебя, я славлю Тебя. И вылила, и проплела этот просто дух, в общем, ну, как-то вот радостно меня наполнил. И пока я возвратилась опять на то место, на дачу, где он лежал, я смотрю, он преображается. Я смотрю, мой Михаил Федорович, просто вот руки как-то, лицо остается прямо на глазах, речь стала ясная. Он такой был, когда немножко даже, мне как хорошо сейчас стало. Я говорю: Миша, потому что ты отказался, Бог любит тебя. Но он ничего не ответил, встал, зубы почистил, умылся. А у меня ликование, такое ликование пришло. И вдруг, вот в какой-то момент, я в этой радости, вдруг я почувствовала, что у меня в животе что-то произошло. У меня такие резкие боли появились. И потом какой-то, как будто огонь там внутри. Мне так было плохо. Я так прямо скорчилась, на корточки села, а он посмотрел на меня, я глаза поднимаю, он говорит: у тебя лицо белое, как полотно. Я говорю: я не знаю, что со мной, но мне очень плохо, Миша. Я смотрю, он говорит: со мной все в порядке, я сажусь за машину. Мы сели за машину, поехали домой. Приехали когда домой, мне уже совсем дорога, я уже просто как сознание теряла. Ничего не понимая, а внутри у меня, вы знаете, голос был: не бойся, я с тобою. И у меня какое-то это ободрение пришло. И думаю: ну, Господь, все ты видишь, и все в твоих руках. И когда мы приехали домой, температура была уже 40. У меня как будто там огонь положили во мне в живот. Приехала скорая, мне ничего не сделали. Поставили укол, уехали. И вот так было 3-й раз. На 3-й раз уже пришел, на 3-й раз уже
приехала скорая и забрала меня. Когда меня забрали, меня возили по всей областной больнице. И думали, куда вы меня позовете. Все врачи говорили, это не наша больная, это не наша. И вдруг вот меня наконец-то, потому что сознание теряла, положили в гинекологию. Когда меня положили на кушетку, муж все время был рядом со мной. Он это все делает у него на глазах. И она вдруг берет шприц. Я не знаю, я таких шприцов не видела. Вы знаете, вот такого размера где-то шприц. Очень большие, я такие медицины не видела. И вот она мне где-то прокол сделала, и я смотрю, мне полный шприц этого гноя. Я думаю, и у меня такое недоумение, и опять внутри голос, не бойся, я с тобою. И вы знаете, и вот потом я сознание теряла. Я не смотрю на засуетились, давайте меня приготовить к операции. Срочная операция, просто срочная. И потом я слышу, они звонят по телефону, и нигде не могли найти. Я потом уже узнала, что они звонили анестезиологам. Была пятница. На работах уже все доктора ушли, ну все, ну как-то, видимо, какие-то планы, ничего не было. В общем, меня подняли наверх, на второй этаж. Вот этой гинекологии. Она стояла, сейчас там, конечно, нету этого, а она стояла раньше прямо вот возле ворот, двухэтажка старенькая. И вот когда меня подняли наверх, мне уже совсем было плохо. Мне какую-то систему ставили все время это. И потом, это была пятница, вечер. Ну, мне сделали какие-то уколы, и все, я как будто провалилась. Проснулась, была уже суббота. В субботу у меня опять боли возобновились, а температура за 41 уже. Они сбивают, не могут сбить. Они, я смотрю, возле меня суетятся, не знают, что делать. А я все время говорю, Иисус, я говорю, я знаю, что Иисус здесь. И вот вы знаете, они такие вызвали, я потом узнала, что мне вызвали мужа моего, свекровь приехала, старший сын приехал, и младшая моя сестра Светлана. И вы знаете, я потом поняла, потому что когда я была с ними еще, я все время говорила им про Иисуса. И они никогда не верили, не смеялись надо мной. Просто вот когда говорили, ну хватит, мол, это, святоша нашлась, а то пила, теперь уже в святые записалась. Ну вот такое пренебрежение было. И вот когда они узнали, что я умираю, потому что врачи сказали, что идет необратимый процесс, мы, говорит, уже не в состоянии его остановить. Никакие лекарства, ничего не помогают. И готовьтесь к худшему. Ну, это была суббота, но все равно пришел муж, я ему сказала, Мишенька, напиши, пожалуйста, записку в церковь. Воскресенье, завтра воскресенье, с утра беги в церковь, чтобы подать эту записку, чтобы за меня молились. Я знаю, что я не должна умереть. У меня внутри такая твердая прямо было, вот, что Иисус не бросит меня. Он написал записку, потом я не знаю, может быть, свекровь приходила, но потом я узнала, что они просто приходили со мной прощаться. Это мне потом сын Сергей сказал. Нам, говорит, мама, разрешили тебя повидать последний раз. И когда он зашел ко мне, он мне слезать, говорит, мамочка, не умирай. Я говорю, нет, сынок, я не умру, со мной Господь. Он убежал потом. И у меня такой, а внутри, вы знаете, вот эта боль меня, она меня сковывала. А внутри, вы знаете, такой покой был, такой покой и какое-то такое чувство мира какого-то, вот надежды какой-то, сильно так было во мне внутри. И воскресенье настало, когда воскресенье мне постоянно обезболивающие делали. И мои губы просто, вот единственное, что это, мои губы были вообще все в волдырях, такие от высокой температуры, у меня вот эти волдыри все выступали. Я не могла даже шевелить губами, весь рот болел. И потом, в какой-то момент, в воскресенье, ко мне подошла девушка. Я открываю глаза, передо мной девушка стоит. Это Маша наша. Она раньше ходила в нашу церковь. Они потом с мамой уехали. Мария ее звали. Она там медсестрой, оказывается, работает. Ее дежурство наступило в воскресенье. И она наклонилась ко мне, говорит, Лидия Константиновна, вот просто вот сейчас такое ваше положение, что вам только один Бог поможет. Будем молиться. Я говорю, да, Мария, будем молиться, Машенька, все будет хорошо. И вот какой-то момент, и я вдруг почувствовала, глаза закрыла, и как будто где-то провалилась. И я потом чувствую, что мне так хорошо, мне стало легко, боль всякая ушла. У меня внутри просто такое чувство, что я не чувствую своего тела. И вдруг я вижу перед собой такой большую-большую коридор или воронка, не знаю, круглое такое что-то. И внутри, далеко-далеко я увидела свет. Такой яркий свет, да, вы знаете, что это свет Божий.
и меня как будто туда несет. Бывает пылесос, когда тянет что-то, и вот как будто я не сопротивляюсь, вот такое легкое такое, меня как будто вот тянет к этому свету. И потом я вдруг в какой-то момент услышала, вот говорят же, голос Бога ни с чем не спутаешь. И Он говорит мне: я возвращаю тебя на землю. Больше я ничего не услышала. И вот в этот момент, когда я это услышала, я не знаю, сколько времени прошло, но потом я открываю глаза, и я смотрю, щупаю себя, никакой боли. Мое тело вот как будто вот что-то, новизна какая-то, внутри какая-то радость. И потом я смотрю, я воочию, я во-первых, просто сдернула, потому что потом Машенька мне сказала: у вас пульс остановился, у вас сердце остановилось, какое-то время они еще ждут, потом закрывают простыню человека. И вот я смотрю на моем лице простынь, я ее сдернула, смотрю, я в одной рубашке, больше ничего на мне нету. А я соскочила в этой рубашке, вышла в коридор. И вы знаете, там ходили люди, ну, женщины больные, знали, что тут тяжелая больная лежит, наверное, так было. И вы знаете, они все в рассыпную. И говорят, я поняла, что Бог сотворил чудо, Он меня воскресил. Я плясала, я никогда так не плясала. Я ноги задирала выше просто себя, никого не стесняясь, что у меня там видно, не видно. Просто я так плясала, радость: Иисус, спасибо тебе. И вдруг в какой-то момент я вижу, Он со мной рядом стоит. Я видела в духе Иисуса рядом. И потом, значит, смотрю, голос кричит, женщина бежит ко мне и говорит: меня зовут Лида, я знаю, что вы, говорит, что вас сейчас Бог воскресил из мертвых. Но она, видимо, верующая была, я не слышала, она говорит: Бог и меня воскресит. Вы что, одна такая святая, что ли? Пусть Он меня тоже исцелит. Я говорю: да, Он хочет тебя исцелить. И вот с возложением рук я смотрю, что она радуется так, а у нее был, вы знаете, я не знаю, как называется, вот когда у женщины, она недавно родила, и у нее было груди набухли так, и температура не сбавляется, постоянно температура, из-за этого не выписывают. Ребенка выписали из роддома, папе отдали, она живет в Житае, ее зовут Лида, а ее оставили, она говорит: мне все хуже и хуже, у меня груди все каменеют и каменеют, я не знаю, что делать. Ну и все. И вот Бог не прикоснулся. Она буквально побежала, потом говорит: я верю, что я исцелялся, я верю, побежала. И прямо тут же померила температуру, вот недавно было. И она кричит, и уже назад с палаты бежит: у меня 36,6. Бежит, все за ней женщины прибежали вот сюда. Возле меня уже стоят женщины и говорят: мы тоже хотим исцеление получать. Я говорю: Иисус всех любит, Он будет сейчас исцелять всех. Вы знаете, тогда, в этот момент, у нас спаслось, я не знаю, но исцеление получили многие женщины. Многие. Потом я пошла, мне в духе так сильно, и взяла Библию, походила свидетельством по всем палатам. Отделение было большое, это женское, там полностью весь этот этаж, второй. Есть, конечно, септики, не септики, да вот такие равнодушные люди были, конечно. Но большинство людей славили, плакали даже, благодарили Господа. На самом деле это было чудо, явлено Богом. И потом, значит, многих вот Он исцелил, я по слову читала, ходила, и потом у меня такая радость была. И потом вечер настал, уже говорят: все, женщины, вы что тут такое творится? И, говорит, и потом еще мне сказали: это женщина, которая так себя ведет, может быть, ее на катынку увезти, потому что она вообще невменяема. Я говорю: какая невменяемая? Я говорю: я здоровее всех ваших, всех здоровее. Я говорю: оставьте меня, говорю, меня Бог исцелил. Ну, в общем, и потом на утро я уснула. Это было воскресенье. В понедельник пришел этот доктор, который меня принимала. Она посмотрела на меня и сразу меня завела в кабинет, говорит: Котлярова, заходи. Я зашла, она: ложись, я легла. Она говорит: я говорю: а что вы будете у меня смотреть-то? Она говорит: ну как, у вас такой диагноз был, все такое. Я бью себя по животу, говорю: у меня совершенно ничего не болит, Господь меня исцелил. Она говорит: выйдите, пожалуйста. Я вышла. Они потом собрали там, собрали врачи, смотрю, один, второй пришел, и взяли скорую помощь, повезли меня на скорой помощи. Куда-то повезли, я помню, что здание, в какую-то лабораторию, где взяли у меня все анализы, какие только можно взять. Потом заставили меня глотать кишку. Я кишку глотала. Потом после этой кишки, говорит доктор, говорит, она совершенно здорова, нет никаких там, ничего, все чисто. Эта женщина просто, пишу здорово, пошли меня утюжком этим гладить. УЗИ.
Где только они не лазили этим утюжком, говорит, ничего понять не можем, у нее все чисто, она здорова, эта женщина совершенно здорова. Единственное, что они увидели, у меня в почках раньше был мелкие камушки и песок, мне это раньше говорили. И потом вдруг это вот кто-то снимал меня и говорит, у вас в почках маленькие яминки такие, это что? Я говорю, да, мне раньше стали диагноз, вот так и так песок там. Ну, говорю, значит, и это удалил от меня Господь. Я говорю, славлю Тебя, Господи. И вот они все на меня так смотрят. Я говорю, вы понимаете, Господь все тело мое, даже старые мои болячки, все удалил. Они меня потом посадили на скорую помощь, повезли опять туда в отделение и говорят, я говорю, ну все, вы меня выписываете, завтра я выхожу с этой больницы. Она говорит, как это будет? У вас тут диагноз, мы не можем тебя выписать. Я говорю, а что вы будете делать со мной? Будем витаминками вас колоть. Но я-то потом поняла, думаю, Господи, с таким этим, они мне ставили смерть, моим уже близким сказали, что прощайте все, и осталось день-два жить, да? И потом вдруг вот так вот и выписать меня. Ну вот они меня неделю поддержали, они говорят, если ты не согласишься, мы тебе больничный не дадим. Я тогда работала в «Газпроме». И потом во вторник она говорит, вы знаете, просто мне посвидетельствовали, говорит, вы знаете, столько пришло народу, ну не народу, к нам поступает все кровь, для Котлярова. Я говорю, вы знаете, это моя церковь, это, говорю, моя Божья семья. И Бог мне вот, знаете, я просто хочу зачитать место Писания, которое мне Господь дал. Вот это мое первое Писание, которое мне Господь дал. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, или ради имени моего, получит во 100 крат, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. И вы знаете, мне вдруг стала вот перед глазами моя церковь, потому что я только зайду в палату, говорят, опять Котлярова пришли, опять Котлярова. Вся церковь почти у меня, по-моему, побывала тогда. И мы просто радовались, и я поняла, что это место Писания, да, это моя Божья семья, это моя церковь. И у меня, знаете, радость такая была. А самое главное, когда уже потом меня выписали, самое-то главное, что я поняла, что эти вот те, кто, вот моя сестра тоже, все меня, вот и набожница, все, они вдруг стали ко мне по-другому относиться. Это раз. Во-вторых, свекровь мне говорит, Лида, мы же правда уже даже деньги собирать начали, ну там, что лето, говорит, потому что Чечена будет храниться, все такое. Да, она быстро, в общем. Вот такие уже речи вели, что я уже не возвращусь оттуда. И вот я говорю, ну теперь вы понимаете, что Бог есть, что Иисус живой. Она говорит, она ничего не сказала, но фронтовичка такая жесткая у нас бабушка была, Вера Никифоровна. И говорит, ну хорошо, замнем это, ну, Бог есть, я знаю. Также и отчим, также Светлана моя сестра, она тоже говорит, да, говорит, нам же уже сказали, что ты все уже, тебе это, и все там плакали и рыдали. Ну вот, и самое главное в «Газпроме» тоже, я свидетельствовала просто, что на самом деле Бог чудо совершил. И эта кровь мне не понадобилась. И людям на самом деле, она говорит, сколько людей помогли, вот ваши люди, которые сдавали кровь. Я говорю, вы знаете, во всем слава Божья. И вот потом, полгода спустя, я уже пришла домой, все, полгода спустя у меня резко заболела моя свекровь. И вот пришло время мое, мы с Надеждой ходили по очереди, к ней в больницу дежурить. И мне Дух Святой сказал, вот сейчас время, надо ей это говорить. Я пришла, там 3 женщины. Мы с ней дежурили, как раз было мое дежурство. Я говорю, Вера Никифоровна, так вот и так вот, Бог есть и все такое. Она отвернулась к стенке, молчала. Ну, а мне Господь говорит, начинай молитву покаяния, все, я открыла Библию, рассказываю, потом повела их молитву покаяния. Эти 2 женщины покаялись, они приняли Иисуса Христа. А моя свекровь, я не знаю, отвернулась к стенке и все. Потом я выхожу, иду уже, чуть не плачу, Господь, а у меня такой мир пришел, Дух Святой говорит, она покаялась, все с ней в порядке. И вот буквально на 2-й день пришла Надежда и в обед мне звонит, говорит, Лида, Вера Никифоровна отошла. Я говорю, ты знаешь, она на небе, Наденька. Я получила свидетельство, что она покаялась и пошла домой к Богу. И буквально потом через где-то месяцев 8 тесть тоже он затасковал, ну совсем плохо ему было, конечно, без жены-то, он заболел. И тоже перед тем, как ему умереть, мне прямо так сильно было, и муж говорит, он все время туда ездил,
Я говорю: Миша, возьми меня. Он меня с собой взял. Когда он меня увидел, говорит: Лида, я же знаю, что Бог есть. И он мне прямо, не я ему свидетельство, а он мне свидетельство. Он вспомнил вот этот весь случай. И потом, говорю, я, говорит, тоже хочу, говорит, на небо. И веры здесь нету, никому я не нужен. Что надо сделать? Я говорю: давайте помолимся. И мы с ним помолились. Он с такой радостью, я не видел еще человека, чтобы с такой открытостью и радостью молился Господу о покаянии и принять Иисуса Христа. У него глаза засверкали. И буквально тоже на второй день мой муж приехал, я уже не поехала. Мой муж поехал туда, к нему, да, и говорит: ну что, батя, как дела? Он говорит: да ничего, вроде бы нормально. И говорит: ну я поехал на дачу. И когда он приехал уже с дачи, он говорит: я приеду потом это. И приехал с дачи, смотрю, он уже все, он уже умер. И я знаю, а у меня внутри ликование. Бог говорит: они в Царстве Божьем. Вот так вот Бог прославился через эту ситуацию, что люди уверовали. И на работе многие у меня свидетельства, тоже многие веруют, что Иисус на самом деле живой. Поэтому спасибо вам, что слушали меня, да будет вся слава Господу. Нет, пожалуйста, самое главное я забыла, вот когда суетишься, да, и второе место Писания мне Бог показал. Я говорю: Господь, для чего это ты все сделал? И вот Иоанна, 11 глава, 4 стих. Иисус, услышав, то сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий. И Сын Божий прославился. И потом после этого, когда я уже выписалась с больницы, мне Бог дал такое слово. Я хочу прямо сказать так, как Он мне сказал: пребывайте в моей любви, и я покажу тебе недоступное, и поведу тебя. Песню, которую я сейчас спою, это молитва. И в ней есть такие слова: «Отче наш, Господь наш, услышь наше воззвание. Мы грешны перед Тобой. Отче наш, Господь наш, жалься над нами и детьми нашими малыми. Положи конец чуме и мечу и голоду вокруг нас. Отче наш, Господь наш, положи конец всем горестям и ненавистникам нашим. Впиши нас в книгу хороших судеб. Отче наш, Господь наш, обнови нашу жизнь, обнови нас в хороший год. Услышь наше воззвание, услышь наше воззвание, услышь наши воззвания». Avinu Malkeinu Shema Koleinu Avinu Malkeinu Atanu Lafanecha Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Kali Devet Vecherevera Me'aleinu Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu
песню «Я дитя царя». Еще раз направим наше сердце Господу и будем искать Его, чтобы то слово, которое Он хочет сегодня говорить в нашу жизнь, мы его на самом деле услышали. И пусть оно произведет ту работу, для которой будет послано в нашу жизнь. Ты нашел меня, и избавлен я Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки. Второй куплет сразу. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим я навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду, Господь, я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я
греха. Ведь я дитя царя, я не буду рабом греха. Ведь я дитя царя, я не буду рабом греха. Ведь я дитя царя, я не буду рабом греха. Ведь я дитя царя. Добрый день, дорогая церковь. Всем шалом. Такой замечательный псалом пели левиты сейчас. У нас выбор. Мы или будем рабами греха, или рабами Господа. Но быть рабом Господа, это автоматически делает тебя детем царя. Мы будем или рабом похотей, или рабом праведности. Давай просто еще, там каждый где-то есть. Просто останемся в покое этой песни, в мыслях этих слов. Может закрыть глаза и просто поразмышлять об этом. Что это не просто выбор, который мы сделали однажды. Может быть 20 лет назад, 15, 10, может быть неделю назад. Это выбор каждый день. Это выбор сохранить себя. Это выбор держаться этого пути. Это выбор, о котором Библия говорит, помышлять о горнем. Потому что так много, что пытается нас увести в сторону. Это наш выбор, когда с нас снимают оковы. Когда открывают клетку. Остаться там, где мы привыкли, или выйти на свободу. Держаться каких-то прежних установлений. Так как когда израильтяне вышли из Египта, они хотели вернуться вновь, потому что все говорило им. Они хотели свободы, но они не поняли ее. Они не могли воспринять ее, настолько сильно было это удобство того рабства, в котором они находились в Египте. И как много, как глубоко Господу нужно было потрудиться. И на это не хватило 40 дней. Но 40 лет. Чтобы умерло старое. Чтобы просто умерло, потому что ничего, что мертвое, не может войти в новое. Ничего, что имеет на себе тление и смерть. Разрушение, разделение не может войти в новое, не может перейти через Иордан. Поэтому только те, кто обновились, только те, кто позволили Духу Святому, Духу Божьему, Духу благодати, Духу силы изменить их сознание, изменить их разум, сердце. И поэтому все старое поколение, оно настолько держалось к тому, к чему они привыкли, к тому, в чем они жили, что они не смогли это оставить до конца. И Богу пришлось оставить все старое поколение, чтобы народилось новое за эти 40 лет, пока они ходили по пустыне. И лишь только двое смогли преодолеть. Они смогли преодолеть, они смогли войти в новую землю. Они смогли повести молодых. И
Иисус Навин и Халев. И поэтому мы сегодня можем читать эту книгу, книгу Иисуса Навина. Потому что он повел поколение. Это поколение Иисуса Навина. Иисуса Навина. Поэтому сегодня у нас есть выбор. Если мы, как старшие, можем быть, простираться, чтобы достойно нести это звание, достойно нести эту суть. Дети царя. Чтобы быть впереди, чтобы войти первыми, не ради первенства, а для того, чтобы простираясь, для того, чтобы продирая где-то, прорываясь вперед, открыть путь для нового поколения. Спасибо, Иисус. Я верю, что Дух Святой сейчас там, где ты находишься, в твоем доме, в твоей квартире, на улице, Он там, чтобы что-то производить, что-то делать с твоим и моим сердцем. Иногда мы просим, чтобы Дух Святой что-то сделал в нашей жизни, обновил, как-то улучшил ее. Я не имею в виду какие-то материальные вещи, чтобы улучшил наши отношения с нашими близкими, родными, чтобы улучшил наши отношения с Богом, чтобы что-то, что ослабло, чтобы что-то стало не так, как было прежде, не так, как оно горело, не так, как оно было живо. Мы просим, чтобы Дух Святой что-то сделал с этим в нашей жизни. Нам нужно приготовиться к тому, что Он не будет делать это так, как кажется нам. Он не будет делать это легким для нас. Он не пришел, чтобы облегчить нашу жизнь. И если мы хотим преодолеть то, что нас ждет впереди, всякие смятения, всякие смущения, всякие смуты, все, что будет происходить, свет будет становиться как мрак. И даже избранные будут искушаемы. Но именно там, во мраке, в том мраке, где был Иисус, в глубине ада, в глубине отчуждения и пренебрежения, в глубине того, где Отец оставил Его, это то, как Он чувствовал это. Это не то, как это было, это то, как переживало Его естество на кресте. Но это не значит, что там, где нам кажется, что все просто нереальный конец, где, кажется, тьма настолько окружает нас, и мы будем в местах и во времени, где будет хуже и хуже и хуже. И даже страшней, ужасающе страшней. Именно в этом мраке явится слава Божья. Поэтому, если в твоей или в моей жизни есть какая-то только страха или мрака, какой-то отверженности, просто знай, даже если ты не чувствуешь это, даже если ты ничего не переживаешь, Слово Божье говорит, Он ближе, чем твое дыхание. И Он не отведет от тебя этот огонь испытаний. Чаша сия
она не минует. И где-то нам придется посчитаться с комфортом. Где-то нам придется пойти тем путем, которым бы мы не хотели идти, который нагоняет на нас страх. Но именно это тот путь, где Господь скажет, что Он рядом. Он рядом с тобой, и Он будет еще сильнее рядом. И как я уже сказал, Он не уберет от нас этот огонь, и чаша не минует. Он поведет тебя и меня прямо в этот огонь. Он поведет тебя и меня в испытание. Он не проведет тебя, Он не обведет тебя вокруг страха. Он поведет тебя прямо в этот страх. Ужасающий страх. Что когда ты войдешь прямо в центр этой бури, в центр этого цунами, ты будешь знать, что даже там ты можешь иметь покой. Даже там Он с тобой. Потому что это там будет меняться наше сердце. Там будет меняться наша жизнь. В долине смертной тени. В долине страха. В долине отчуждения. В долине предательства. В долине отверженности. В долине, когда ты останешься там только ты и больше никого. Даже близких и родных людей тебе, которые поддерживали, не будет рядом. По каких-то им ведомым им причинам. Но Бог хочет разобраться со страхами, с отверженностями и даже со страхом одиночества. Потому что ты и я, мы не одиноки. Когда никого не будет рядом, Он будет сильнее и ближе. Это то, чего Он ожидает от нас. Нашего сердца, нашего внимания, нашего желания, нашей жажды. Так много отвлекает нас. Так много хлама за это время. Незаметно, незримо наполняло нашу жизнь, наш разум, наше сердце. Нашло свое место и как бы даже притаилось. Как бы мы даже привыкли к этому. Мы как-то это сгрудили где-то. Но Господь ничего не хочет иметь общего с этим. Ему мало места. Ему мало места в наших сердцах. Он хочет освободить их. Ему мало места в нашем времени, в наших жизнях, в наших планах, в нашем ухождении. Ему мало места. И Он ревнитель. Он не хочет делить тебя и меня ни с кем и ни с чем. И Он будет разбираться со всеми идолами. Со всем, что мы где-то даже не понимая, мы ценим больше. Мы говорим, что мы любим Господа. Мы говорим, что мы хотим служить Ему. Но так незаметно вкрались эти лисенята, которые портят виноградники. Так незаметно они делают свое дело. Так незаметно поднимаются новые алтари, которых мы даже не замечаем. Мы как будто не поклоняемся, и мы как будто не возлагаем на них жертвы. Но что-то уже забирает наше внимание. Уже наш фокус нашего сердца, он не таков, как был прежде. Мы можем уделять время Господу. Но это не так, как было прежде. И Он хочет, и Он будет разбираться с этим. И нам будет больно, и нам будет неприятно.
Но это Божья уборка Духа Святого в наших сердцах, в наших жизнях. Он делает это аккуратно и нежно, но уверенно. И чем дальше Он будет делать это напористо и уверенно. Потому что время коротко, и нет времени, чтобы что-то оставлять на потом. Он будет ускорять вещи. И нам нужно просто позволить Ему, как доброму лекарю, который даже если причиняет какую-то боль, это не боль ради боли. Это печаль, которая, если печаль не по плоти, но печаль по Богу. Если это боль, в которой мы будем обращать свой взор на Бога, она будет нести исцеление. Бог ищет тех, кого Он может исцелить, чтобы через них исцелять других. Знаешь, зараза, она действует так, заражается один, и потом становится переносчиком и заражает других. Но сегодня Бог хочет исцелять. Бог хочет принести исцеление в тело, исцеление в церковь. Так, чтобы это исцеление вышло за пределы домов, за пределы стен церкви, за пределы отношений. Чтобы люди, которые когда-то оставили церковь, которые еще помнят Господа, но у них есть какое-то бремя об отношениях в церкви, об отношениях в теле, о членах, какие-то преткновения. Бог говорит и показывал, и говорил, что Он вернет всех своих возлюбленных. Вначале Он вернет всех своих возлюбленных. Он вернет тех, к которым Он прикасался, к которым Он являл свою благость, в которых теплится этот огонек. И Он раздует их, Он раздует этот огонек, благодаря тем, в котором Он вдыхает сегодня жизнь. Те, которые сегодня в теле. Те, которые сегодня способны, те, которые сегодня могут. Тело, которое поднимется, расправится. Тело, которое укрепится. Каждый член, каждое звено, каждый сустав, каждая скрепляющая мышца и связь. Спасибо Тебе, Иисус, что сухие кости, для Тебя невозможно, Господь, соединить сухие кости, обложить их плотью, Господь, и дать им силы подняться, дать им, Господь, силы услышать и увидеть то, что исходит от Духа, чтобы Слово, которое исходит от Духа, оно, Господь, привнесло жизнь. Слово несет жизнь. Слово и Дух несут жизнь. Это время, чтобы церковь, она могла проснуться. Она могла проснуться. И она могла приготовиться. Шалом, церковь. Шалом, святые. Шалом всем, кто сейчас смотрит там или будет смотреть. Шалом тем, кто не присоединился. Шалом, давай высвободим шалом тем, кто по тем или иным причинам не с нами, не смог, не захотел. Давай высвободим шалом на его жизнь. Просто подумай о ком-то, о ком Дух Святой напоминает тебе шалом. Пусть шалом это будет не просто слова, это будет как энергия Духа. Шалом это мир тебе. Пусть это разнесется по этому городу. Пусть шалом. Это будет, Господь, как противоядие против вируса. Шалом. Шалом, шалом, говори, Господь. Шалом этому городу, когда сегодня люди в страхе и боятся. Когда они пугаются чего, что будет дальше. Когда христиане сегодня имеют много вопросов, мы говорим шалом, скажи шалом сам себе. Шалом в твой дух. Шалом в твой разум. Шалом в атмосферу твоего дома. Шалом в отношениях с твоим мужем и женой, с твоими детьми. Шалом на твою работу, где, может быть, ты не работаешь, и ты не знаешь, сможешь ли ты жить и получать, как ты выживешь.
Шалом в обеспечение, шалом в твои финансы. Шалом. Бог это и есть шалом. Когда мы говорим шалом, это сам Господь. Пусть Он приходит в каждую сферу. В каждую сферу. Пусть Он просто притронется к твоему здоровью, коснется твоего здоровья. О, Иисус, 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 о, Иисус, Кобра нас, пусть просто Дух наполняет тебя, твое сердце, твою жизнь прямо сейчас. О, прего санто лепромастей, о, рамастей. Господь, прямо сейчас мы благословляем, Господь, тех, кто смотрит нас в силовых структурах, кто пытается отслеживать их, что-либо найти. Такова их работа, мы благословляем их. Чтобы у нас не было конфронтации. Писание говорит, все покрываем любовью. Господь, мы здесь, чтобы покрывать власти, Господь. Да, мы не совсем согласны. Да, мы не все понимаем, но все в Божьих руках. И если сатана будет пытаться использовать начальство и власти, мы выше и больше эмоций и реакций. У нас есть Божья позиция, гражданская позиция, отстаивать права, но еще больше утверждать Божьим Словом, Божьим Духом Божью праведность, молиться и благословлять, молиться и верить, не унывать, что все под Божьим контролем. Даже если сам сатана придет искушать нас, даже если антихрист, он придет страшить нас, используя начальство и власти, мы можем сказать, за проклинающих нас мы будем молиться. За тех, кто гонит нас, мы будем благословлять. Господь дал нам силу быть выше. И если коснуться нашего тела, душа наша и дух, да будут принадлежать Господу. Мы граждане неба. Мы временно здесь. Давай помнить об этом. Давай радоваться каждому дню и благу, которое приходит. Но если оно не пришло, это вторично. Наше истинное основное благо – это вечные небеса. И то, что ты здесь, ты с нами. Ты на связи, смотришь где-то или посмотришь позже, присоединившись. Божье сердце радуется тебе. Это твое простирание. Это твое желание быть частью семьи. Частью Божьего плана, который у Бога есть для церкви Слова Жизни. Конечно, как для других церквей. Мы все в теле, мы в теле Христовом. В этом городе и в этой земле. У Него есть план для этой семьи. И ты молодец. Ты Божий молодец. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благословляем. Аллилуйя. Я не знаю, что переживаешь ты, мой брат и сестра. Я просто переживаю Бога, Его присутствие, Его чудесную, славную работу, Его прикосновение. Это то состояние, которое ты не хочешь оставлять, просто выходить. Конечно, мы пойдем, мы не те, кто хотим остаться на горе, как Петр. Точнее, хотим, но как Петр, нам нужно услышать от Господа. Время пойти в долину. В долине еще есть много труда. В долине еще есть чем потрудиться. Спасибо Богу за долины. Мы люди гор. Мы горные люди, мы люди высоты. Но мы все еще нужны в долине, потому что Иисус все еще спускается в долины. Спасибо Тебе, Господь, за тот выбор, который Ты предложил нам, и мы смогли его выбрать. Что мы теперь дети Царя.
что же сейчас ныне? Да, наше тело на земле, но Твой Дух, Твой и мой Дух, Он в присутствии Всемогущего. В том поклонении, в котором Ты можешь входить во святое святых. Даже не только это, когда мы вместе, когда мы по отдельности, каждый там, где Ты. Но когда вместе, это славно, это особенно. Поэтому здесь на земле мы из горнего можем сказать: да придет Твое Царство, да будет воля Твоя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь. Шалом, церковь. Шалом, благословенный. Я не вижу вас, но верой, духом, те, кто вы включились и показываете себя, или вот кого-то сейчас я уже увидел, кто вмещает экран нашего телевизора, но даже кто-то, кто без экрана по тем или иным причинам, мой дух видит ваш дух. Это славно. Это славно. И придет славный час, когда мы соберемся вместе, но мы не отделены. Мы не отделены, мы духом едины. Поэтому еще раз приветствую всех вас. Благословений вам, шалом. Я почти даже немножко в смущении, что мне делать дальше. Проповедовать ли мою проповедь, течь в духе просто. Но я постараюсь. Сегодня мы празднуем праздник Пятидесятницы. Вы знаете, я в прошлый раз немножко пошел другим путем. Как я сказал, что кто-то праздновал, Израиль праздновал Шавуот. И Шавуот — это значит праздник седмиц, это праздник жатвы, это праздник дарования Торы. Сегодня мы отмечаем вместе с восточным христианством праздник Пятидесятницы. И в этом вообще, знаешь, нет проблем. Мы, христиане, такие универсальные. Не в смысле лучше других, мы просто универсальны в том, что мы можем духом в любви и благодати просто присоединяться. Да, есть какие-то календарные разделения. Кто-то Пасху празднует в одно время, кто-то в другое. Да мы можем хоть каждый день. Но, конечно, нам нужно поднимать где-то календари, нам нужно чуть-чуть углубляться. И, конечно, я не поведу сегодня вас раскрыть тему Шавуота и седмиц, и этих 7 недель. Седмица — это неделя, что, как было установлено, что через 7 недель они должны были праздновать от Пасхи, отсчитав 7 недель на 50-й день. И вот это то, что перекликается 50-й день и Пятидесятница. Но я вскользь буквально немножко коснусь и постараюсь быть компактным. Прям буду читать по тексту. И минимизирую тогда толкование. Праздник Пятидесятницы в библейской истории и христианской традиции в соответствии с Писанием, то есть в соответствии с Библией, связан с сошествием Духа Святого, как это описано в книге Деяний в главе. Это то, что сегодня мы, как христиане Нового Завета, мы имеем праздник Пятидесятницы, и чуть позже мы поговорим о нем. Но он не появился, знаете, из ниоткуда, просто вот в Новом Завете в книге Деяний Пятидесятница, Дух Святой сошел. На самом деле этому есть история, историческая предпосылка. То, что сегодня мы называем Пятидесятница, происходило тогда, если вы читали Писание или смотрели какие-то фильмы, есть библейские фильмы, которые связаны с исходом, называется «Исход» или как-то иначе, но говорят об истории, о реальном факте, хотя кто-то оспаривает это сегодня, пытается тысячелетиями сегодня оспаривать. Пусть спорят сколько хотят. Мы верим, потому что Библия — это книга истины. И есть другие, кто уже доказали и доказывают по факту, что это было, что из Египта евреи выходили, что они там были, они 400 лет были после того, когда Израиль, Иаков привел своих сыновей, и это отдельная история. И был великий исход. Великий исход целой нации, которая выросла в Египте, разрослась. И по отдельным подсчетам считают, что до 2 миллионов мужчин, женщин, детей, они вышли из Египта. И они дошли до горы Синай. И на Синае произошло что-то невероятное. Там Бог, это было место, и Библия много говорит, что Бог, Он
Бог гор, Бог высоты. Он не то, чтобы как бы игнорирует там, где низко, но Он хочет поднять тебя к себе на высоту, над всеми какими-то обстоятельствами, проблемами. И у Израиля были, конечно, проблемы, у евреев были большие проблемы в Египте, потому что их хотели уничтожить. И вот они вышли, чудом вышли, прошли через развершееся море, развершееся разделенное Красное море, как посуху, они дошли до горы Синай, и там Бог желал с ними встретиться. Библия говорит, что Синай, гора, она пылала, огонь был, когда Бог сошел, все просто горело огнем. Но народ Израиля настолько испугался, евреи настолько испугались, что они сказали Моисею: ты иди, который 400 лет был в рабстве, разобраться с рабством. Как мы сегодня пели, что мы не дети, мы не рабы греха. Гора горела, только Моисей вошел в присутствие Бога, и там был дарован закон Божий, 10 заповедей, и также Тора со всеми пояснениями. И я пущу детали, как Моисей вернулся, и что было, и потом пришлось ему снова идти, обновлять, и далее. Но даже когда они уже получили, когда они согласились, когда Бог разобрался с грешниками, когда Моисей пришел с Иисусом Навином, и люди сделали тельца, как сегодня в молитве мы переживали, что в нашей жизни есть какие-то ситуации с какими-то идолами в нашей жизни, что уже наше внимание что-то забирает, даже, знаете, незримо больше. Нам кажется, что мы с Богом, мы любим, мы могли бы ходить на собрания. Но сегодня наше время так, что кто знает, интернет или что-то в интернете, или просто какая-то суета, заботы, какие-то, знаете, страхи, финансы, что есть, как жить завтра, как это долго будет этот ковид или еще что-то. Даже мысли эти могут стать идолами в нашей жизни. И Бог хочет разбираться со всеми идолами. И вот они получили Тору, они получили 10 заповедей. И они двинулись дальше, потому что Синай это не был конец. Вы знаете, я буквально сделаю такую вставку, что есть много календарных праздников, но 3 основных. Их называют праздники посещения. Евреи должны были, где бы они ни были в рассеянии, они должны были трижды в году приходить в Иерусалим, посещать. И это был первый праздник Пасха, Песах. Второй праздник, это был праздник Шавуот. И опять же, это такое добавочное, как бы, знаете, это не в теме проповеди, но чтобы картина чуть-чуть была чуть яснее. На самом деле, библейские и пророческие эти праздники, это не просто праздники, это пророческие действия, они исполнились. Из 3 этих праздников 2 уже исполнились. Песах, который был пророчески, исполнился. Пасха наша Христос, мы знаем об этом, аминь. Второй праздник Шавуот, дарование Торы, дарование Бога как бы самим себя в Торе. Огонь, который горел на Синае, чтобы народ пошел в землю обетованную. Шавуот. И там же это была жатва, это был праздник жатвы, это было дарование первых плодов. Это, как Библия говорит, первый дождь и последний дождь. Так вот, Шавуот также исполнился. Потому что была Пятидесятница, о которой мы поговорим буквально сейчас чуть позже. Но остался один праздник, который не исполнился. Это Суккот, который празднуется ближе к осени, и тогда собирается последний урожай. Когда идет последний дождь. И поэтому мы должны понимать, в чем мы находимся, где мы находимся, исторически, календарно и пророчески. И поэтому они получили Тору. И нам нужно понимать эти пророческие параллели. И в нашей жизни, в личной, и в церкви. Они получили, как я уже повторяюсь, Тору, Слово Божье. Фактически они получили самого Бога через Слово. И им нужно было отправиться в землю обетований. И когда мы читаем Писание, и богословы говорят, что они могли за 40 дней преодолеть эту пустыню и войти в землю ханаанскую, в землю обещаний, в землю, которую Бог пообещал, земля молока и меда. Это не физическое молоко и мед. Это потому что мы должны понимать сегодня, что приоритет не в том, чтобы нам иметь сгущенки в нашем холодильнике, или мед в наших закромах, или кучу еды, когда в субботу и воскресенье все закрывается, нужно быстрее бежать в магазины.
Конечно, хорошо, если ты запасся, и ты можешь позвать кого-то в гости, и тебе не нужно там потом кусать локти или корочку хлеба. Но послушай, если даже у тебя ничего не было и корочки хлеба, мед и молоко, обетованной земли, это Его благодать, это Его мир. Его мир, Он больше. Его шалом, Он больше. Может быть, наши тела со временем постройнеют и исхудают, не потому что мы будем делать какие-то фитнес-упражнения, может, у нас будет меньше еды. Может быть, обстоятельства будут еще все более тяжкие в нашей жизни. Но послушай, радости не должно стать меньше. Радости, с которой мы пришли, встретили Господа, как горело наше сердце. Поэтому я верю, что Бог хочет приготовить нас, как Он хотел приготовить евреев Израиль. Он хотел, чтобы они пришли на эту гору, чтобы, знаете, как золото, которое серебро обжигает, чтобы всякий шлак отошел. Да, это плавит. Присутствие Бога, оно плавит. Там хочется плакать, там поднимается ненависть. Там вылазит гордость. Там вылазят амбиции, там все вылазит наружу. Прямо перед тобой. И ты не хочешь с этим соглашаться. Ты хочешь переложить на кого-то вину, ответственность, кого-то обвинить. Ты хочешь оттолкнуть это от себя. Но не можешь. И все, что ты можешь, как в первый день, или в тот день, когда за тебя молились за крещение Духом, ты не знал, не понимал, что делать, что говорить. Ты лишь говорил только: Господи, прости, Господи, помилуй. Для тех, кто крестил тебя, это даже было немножко весело, потому что ты не знал, как бы, ты как будто в новой теме, но ты не в теме. Как тут двигаться, что тут нужно говорить, куда руки поднимать, что открывать, какие слова. Поэтому вот все, что ты мог сказать: Господи, прости. Иногда мы думаем, что мы уже совершенны. Мы достигли чего-то. Мы уже что-то знаем, мы можем объяснять. Мы можем вразумлять, наставлять даже. И знание — это всегда хорошо. Знание Бога, не просто знание информации о Библии или из Библии, но знание Бога. Где-то недавно я прочитал, кто-то сказал: Иисус, когда Он приходил, Он мог сказать одно слово, и все изменялось. А сегодня может быть так, что мы приходим куда-то, говорим много слов, проповедуем или благовествуем. Я не умаляю вашу возможность проповедовать или благовествовать, или просто свидетельствовать. На самом деле вы молодцы, это так здорово, когда вы позволяете Богу двигаться через вас. Но просто нам нужно быть внимательными. И сейчас я говорю, чтобы каждый из нас мы могли подумать прежде всего о себе, а не о ком-то. Насколько наши слова, они приправлены, обильно приправлены. Насколько наши отношения друг с другом, они обильно приправлены. Насколько наше хождение в этом мире, в каждом дне, когда мы что-либо делаем, насколько они приправлены Богом, наполнены Богом, присоединены. Чтобы нам нужно было бы сказать, может быть, одно слово. И может быть не то, чтобы произошел какой-то взрыв или какие-то радикальные вещи, что не расступились воды, и что-то не упало с неба, солнце не померкло или ночью не взошло солнце. Но может быть одно слово, как заноза в чью-то жизнь. Одно слово, как
просто как шуруповертом вкручивающий саморез в чей-то разум. И человек не сможет просто отбросить, оставить, убрать эту мысль. И это не просто наши какие-то слова. Это мысль от Духа. И вот евреи, они вышли из Египта, они имели Тору. Как я сказал, имея самого Бога. Помогло ли им это? Помогло ли им это войти эффективно и в меру быстро войти в землю обетований? Войти в свое призвание и исполнить волю Бога? Увы, вы знаете, по Писанию, мне нечем вас обрадовать, вместо 40 дней они ходили 40 лет. И все поколение, все, кроме двух, Иисуса Навина и Халева, они умерли, не перейдя через Иордан. Но все-таки они что-то смогли передать, не все так было плохо, конечно. Все-таки новое поколение поднялось не с чистого листа. Конечно, не все так было плохо со старым поколением. Нам не нужно гнобить или, как бы, знаете, все негативное вот за тех, кто, давайте ценить и уважать тех, кто был до нас, тем, кто нам передал что-то, кто не смог пройти дальше, чем мы. Но наша ответственность с благодарностью взять и пойти дальше. Поэтому еще одним важным аспектом после Синая, после горы, которая горела для евреев, они получили этот праздник, установление праздновать Шавуот. Как я сказал, уже говорил, праздник седмиц. Это 7 недель. И что в эти дни они получили Тору. И вот от Песаха, как я уже также говорил, евреи, совершив исход, как сказал один из авторов, сказал так: в дни Песаха евреи, совершив исход из Египта, обрели физическую свободу, а на Шавуот духовную свободу. Так считается. Смотрите, да? Физический выход, то есть они вышли из Египта, это физическая свобода. А Шавуот, праздник дарования Торы, это духовная свобода в их жизни. Но на самом деле это так? Стало ли это полноценно? Стали ли они полноценным Божьим народом? Вы знаете, есть такое высказывание, выражение, евреев называют народом книги. Народ книги или народ Торы, народ дарования Торы. То есть как бы даже отмечают, что они не просто получили какую-то книгу, они получили важную книгу. Книгу, есть даже фильмы, которые снимают, как люди охотились за Библией в постапокалипсис, потому что в ней есть ответы и решения. На самом деле в Библии, потому что Тора это часть, мы верим во всю Библию, и Тору, и Танах, и Новый Завет, и все послания, все это и есть Бог. В ней есть ответы для нашей жизни. Прежде всего для нашей жизни. Потом есть ответы, которые Бог через нас хочет дать другим, когда они потянутся. А они потянутся. Поэтому получили они духовную свободу. Увы. Их призвание должно было стать священством, народом священников, которые поведут все остальные нации, вернут народы, вернут детей, которые от Адама распространились, от Вавилонской башни, которые разделились на языки. Вернуть в дом Отца, потому что Он Бог, Отец всех народов. И тогда это казалось невозможным. Евреи отделились, евреи взяли эксклюзивность. Мы Божьи и никто более. И это была гордость, и это была ошибка. Они не стали нацией священников для всех народов, увы. Они не смогли. Они пытались в какой-то мере, но они как бы закоксовались, они закрылись сами в себя, просто ожидая Мессию, просто ожидая вечного царства. Они пытались сделать даже ради этого что-то своими силами. Мы не осуждаем их. Это лишь все работа плоти, как и у нас. Это силы человеческие. Поэтому вместо 40 дней было 40 лет. Так и нас иногда. Мы приходим в церковь, мы зажигаемся, мы горим, кажется, все хорошо. Но потом не понимаем, что происходит в наших семьях, где мы пропускаем, где приходит теплота, где приходит комфорт, который забирает наше внимание, где то горение миссии, где то горение, когда мы ехали в библейскую школу,
Вообще не знаю, сколько это стоит и что будет, просто зов Бога. Где слышание зова Бога? На то или иное вообще. Да просто пойти послужить кому-то, просто благословить, просто перевести денег, просто что-то сделать. Сегодня, знаешь, когда откроется собрание, мы будем благодатью собираться вместе, может быть, даже это будет еще где-то, как сегодня говорят, храмы не открыли, но есть такие инструкции, что там нужно 1,5 метра друг от друга, в масках, в перчатках, с синтайзерами, или как это называется, и мы там все не войдем даже, нам нужно площадь больше, чтобы все войти по расстоянию, может на улице собираться. Но даже тогда, когда будет более свобода, кому-то нужен зов от Бога, чтобы прийти. Сегодня кому-то, кто-то не услышал зов, прийти в Zoom или в Instagram, или потом прийти в YouTube. Кто-то слышит другой зов. Сегодня выбор, мы будем рабами греха. И знаешь, грех, он так незаметен. Или мы услышим зов, пойти к Слову, пойти примириться, пойти благословить кого-то, пойти сказать о любви, написать. У них не вышло. Давай не будем осуждать их. Нам самим есть чем работать. И сам праздник, он как бы был таким прототипом, что каждый год была надежда, что этот огонь, который был на горе Синай, все-таки загорится. Что все-таки они приблизятся к этому огню, что само слово загорится в них. Чтобы что-то было больше, чем просто приходить раз в 3 года и приносить какие-то жертвы, умилостивления и далее. Потому что было пророчество Иаиля, что придет время, когда Дух Святой сойдет на всякую плоть. И у них было это ожидание, праздник Шавуот пророческий, поэтому они делали. Может быть, в следующем году в Иерусалим. Может, в следующем году придет Мессия. В следующем году этот огонь оживит нас. В следующем году мы исправим наши ошибки. В следующем году будет лучшая жертва нашей жизни. Но что-то шло не так. Чего-то не хватало. В этой формуле не хватало 2 важных элементов. 1 + 1 = 2. Почему же не выходило 2? Потому что не было 1 и 1. Первое, жажды народа. Не было жажды народа и посвященности тому. Как я сказал, они были народом книги. Но книга приблизила ли их к автору Торы? Познали ли они его? Сегодня мы можем иметь Библию. Уже не помню, где что написано, что Бог говорит или свидетельствует. Вы знаете, сегодня в конце я вас приведу, сегодня вечеря Господня. И Бог положил мне на сердце, когда я готовился, взять одно место из послания к Коринфянам, которое как бы к празднику Пятидесятницы вообще не особо относится. Вообще праздник Пятидесятницы — это праздник. Слово праздник — это радость, ликование. Давай накроем стол, давай позовем гостей, давай хлопнем в хлопушки, давай, я не знаю, там покричим, кинем шляпы наверх. Ну, праздник — это радость. Но Бог повел меня вчера. Вообще, Бог меня вчера повел в определенной ситуации, уже где-то в 12 ночи. Я просто оделся, вышел, сел в машину и поехал объезжать город. Кстати, чтобы не забыть, у меня есть вызов. До 15 числа, когда мы улетаем в церковь, с теми, кто имеет особенно машины, я хочу сделать объезд этого города. Я не знал, что я скажу это, я думал, как это корректнее сказать. Но вчера, когда я объезжал город, я вдруг вспомнил, подожди, мы же говорили, когда объезжали зимой, что летом мы сделаем это. Но все обстоятельства говорят, сейчас нет, нельзя, есть ограничения. Слушай, когда я вижу тебя в твоей фотке где-то в Инстаграме, как ты где-то отдыхаешь на горе, или где-то еще, не говори мне, что ты настолько ограничен. Я сейчас не призываю к фанатизму. Я призываю лишь только тех, у кого будет мир на сердце, желание и уверенность. Просто сесть в машину и объехать, как я сделал это вчера ночью. И я хочу дать одно свидетельство вам. Вы знаете, когда я поехал, я начал молиться. Всегда мы начинаем где-то молиться немного о себе, от себя где-то о своем. Но позже, молясь о городе, о воротах где-то, вы знаете, в какой-то момент у меня заболело сердце. Мое физическое состояние такое, что мое сердце периодически дает о себе знать. И я употребляю волокордин. Может быть, это недостаток веры, может быть, это просто для тела моего.
И вы знаете, вчера где-то на полпути объезда мне просто стало, начало становиться все тяжелее, начало ныть так потихоньку. И для того, чтобы выпить, я молился одновременно. Возможно, даже я молился немножко в своих мыслях, поминая о сердце, чтобы как бы это прошло, оно не проходило, оно все больше усиливалось. Но для того, чтобы мне принять волокордин, который у меня с собой есть, это нужно взять что-то, накапать его, и как-то запить водой, как-то сделать, стакана у меня не было. Я уже размышлял в себе, молился, размышлял, я в пробку накапаю этих капель, залью в рот и запью воды из бутылки. Но единственное, мне не хотелось останавливать, терять время, как-то перерыв делать. И я тогда вспомнил, что у меня помимо волокордина есть другое лекарство, которое можно пшикнуть под язык. И я начал искать его, рулил, молился, искал, где-то нашел в другом кармане, достал. И в тот момент, когда я уже был готов, как бы, Господи, мне нужно облегчение, я хочу закончить этот объезд. Когда моя рука была на руле, одна, вторая держался за этот тюбик, вдруг я почувствовал облегчение. Я поехал дальше. Я молился, это было на полпути. В какой-то момент я все-таки думал, как бы еще, может, все-таки надо сделать, как бы, чтобы вот это не мучиться, знаете. Всякое мучение, оно приносит дискомфорт, оно отвлекает даже где-то. Иногда что-то нас отвлекает. Может быть, это неправильные вещи. Может быть, какие-то просто вещи, которые не являются неправильными, но просто вот что-то по жизни. Но знаешь, когда... Я сейчас не говорю, что если у тебя, допустим, сердцем все, не принимай, как бы откажись, поступай по духу в каждой ситуации. И знаешь, чем дальше я ехал, я держал в руке, прямо на сиденье была рука, и я держал этот спрей, и я рулил, приходило больше уверенности, приходило ослабевание. В какой-то момент просто пришло, все, мне не нужно это. Божья благодать, она сработала. Слушай, Божья благодать, она работает. Она работала в том, чтобы даже вот эти 40, знаете, Бог не оставил, ах, не смогли за 40, крест на вас, гудбай, начнем с новых. Нет, Божья благодать, настолько, насколько они могли быть открыты, работала в их жизни, так и в нашей жизни. Она будет работать, даже когда ты отступаешь, ты можешь уйти из церкви, ты можешь вообще забыть на Бога, ты можешь забить на Него и наплевать на Него, но Ему не все равно, Ему не наплевать. Он будет ходить вокруг тебя, Его ангелы будут витать вокруг тебя, Его Дух Святой будет работать. И поэтому первое, я начал, извините, да, вернемся, 2 элемента не хватало для того, чтобы они сделали это наконец-то, вошли. Жажды народа и посвященности тому. Знаешь, даже не то, что посвященности, не было благодарности тому, кто освободил их. Иногда в нашей жизни не хватает благодарности. Это связано. Нет благодарности, не будет посвященности. Начни с чего-то малого. Начни быть благодарным за то, что имеешь. И радость привязанности к Богу из-за этого, она будет восстанавливаться. Это первое. Второе, чего не хватало, это действие со стороны Бога. Божьей инициативы. Бог не действует тогда, когда Он не может действовать. Это звучит странно, это богословие, но есть моменты, когда Бог не может действовать, когда мы не хотим, чтобы Он действовал. Мы даже можем думать, что мы хотим, но наша жизнь говорит Ему о другом. Как кто-то сказал, скажи моей церкви. Кто-то был, как сегодня слышали свидетельства, как люди они имеют восхищение, и кто-то прям до небес восхищается, кто-то где-то на полпути. И кто-то услышал такое, вернись и скажи моей церкви, они поют о моем возвращении, они молятся о моем возвращении, но они живут так, как будто я никогда не вернусь. Нам нужно проверять себя и в том, в чем мы находимся. Поэтому вот здесь и сейчас я постараюсь еще более активнее усилиться и вкратце просто места Писания. Я хочу говорить о Духе Святом, потому что сегодня праздник Пятидесятницы. Выглядит так, что если смотреть Писание, что в Ветхом Завете и до второй книги Деяний, второй главы книги Деяний, да, мы почти как будто не видим Духа Святого. Ну вот так как бы, если бы, да, навскидку как бы там, ну, почти что как будто и нет. Как будто вот Дух Святой появляется, знаете, на арене, в картине, как бы вот в действии, когда книга Деяний, вдруг он не сходит и с шумом, сильным ветром. Но я хочу в Ветхом Завете показать и утвердить, что он не появился, знаете, где-то на полпути.
Он был в начале, так же, как он будет и в конце. Бытие, 1 глава и 2 стих написано. Смотрите, да, мы читаем самое начало, только все начинается. Бог только начинает все строить. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Он был там, где Отец все начинал. Дух Божий, это Дух Бога, это Бог. Это Бог, который Духом Своим, своими мечтами, своей силой. При этом мы не как свидетели Иеговы, я благословляю свидетелей Иеговы. Или других, которые не верят, что Бог это, Дух Святой это личность. Мы верим, что Дух Святой это Бог, и это личность. И мы поклоняемся Духу Святому. Мы славим Его, потому что Он личность Троицы. Мы верим в Троицу. Сегодня, кстати, праздник Троицы. Праздник Пятидесятницы – это праздник Троицы. Мы христиане, которые верим в Троицу. Если ты веришь в это, отстаивай то, что ты веришь. Культивируй в себе это, доверяй Богу. И кто-то однажды сказал примерно так, повторяя несколько раз, говоря о Духе Святом, что Дух Святой, когда Он носился, Он как бы суетился, производил какие-то действия, Он был активен. Когда я слышал это, мне хотелось сказать немножко, я немножко не согласен с этим. Дух Святой не может суетиться. Суета это вообще не то, что принадлежит Богу. И я, знаете, нашел один из периодов, он мне понравился, где написано, что Дух Божий носился, другое слово, парил. Когда Он парил, Он смотрел, Он формировал, Он созидал. Это, знаете, это как, даже если курица, она сидит над яйцами, она не суетится там. Она вот восседает, как царица над своими детьми, будущими, которых она видит, и она верит за них. Также и Дух Святой, как прекрасная птица, как орел над своими птенцами, что они, я вижу их, они появятся на свет, они народятся, они укрепятся силой. И поэтому Он не суетится, Он формирует, Он созидает, и Он дает созидательную силу нам. Псалом 50, 13 стих, когда Давид попал в ситуацию греха, смотрите, да, он не просто просил покаяния, он не просто молился. 13 стих, «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Давид знал о Духе Святом. Давид знал Духа Святого не понаслышке. И для него было страшно, что Дух Святой, и Давид понимал, что есть какие-то грехи. Знаете, чтобы Дух Святой отошел, нам не нужно, знаете, так градуировать, как бы градация такая, вот есть тяжелые грехи, да, даже Библия говорит, там есть грехи не к смерти, есть, но нам не нужно, знаешь, вставать на лесенку, а я в грехе еще не отторжение или я уже близко. Нам вообще не нужно быть рабами греха, как мы пели, нам нужно быть детьми царя, у нас другая лестница. Аминь. Аминь. Поэтому, как Давид говорил, не отними. Сейчас мы скоро прочитаем, пойдем в Новый Завет. Но нам нужно понимать, что если Давид и в Ветхом Завете, попадая в ситуацию, в которой понимал, что без Духа Святого он никто и ничто, и он просил, только, пожалуйста, не отними. Наше покаяние всегда должно быть связано с чувствительностью. Дух Святой, ты здесь, ты все еще со мной, ты еще можешь обличать, ты все еще даешь мне благодать молиться на иных языках. Конечно, иные языки, хотя даже в этом ты можешь проверить себя. Но, конечно, и иные языки даже это не только показатель. Показатель глубже гораздо. Показатель это сокрушение, это смирение. Языки это лишь инструмент, который Он нам дал. Библия говорит, у меня всего лишь 2 местописания из Ветхого Завета, что Дух Святой на самом деле пребывал в Ветхом Завете на священниках, на благочестивых священниках, на пророках, которые были послушны Богу, и на царях, которые исполняли Его волю. Поэтому Дух Святой был от начала. Он не появился, знаете, из ниоткуда, из-за угла. Хорошо, давайте пойдем в Новый Завет. Я опущу сразу ту ситуацию, когда Дух Святой появляется в Новом Завете не в книге Деяния, а когда ангел является Марии и говорит, что она родит святое, и это святое будет зачато от Духа Святого. Она не понимала, но это произошло сверхъестественно. И когда родился Иисус, когда Он достиг возраста, в котором Он должен был войти в служение,
Смотрите, здесь еще что-то интересное. Мы видим в Писании, когда ты читаешь, что когда Иисус открылся в Израиле, начал проповедовать, Он начал распространять благую весть о Царстве Божьем. Одновременно, параллельно, Он активно с Царством Божьим начинает рекламировать и представлять кого-то, кто очень важен в этом Царстве. Он говорит о личности, которая важна. Он рекламирует и представляет Святого Духа. Потому что в Новом Завете мы потом будем видеть и увидим, ты будешь тогда увидишь, что Иисус скажет: вместо меня кто-то придет. Я нисколько не меньше, в чем-то даже превосходнее, не лучше. Просто у Троицы у каждого есть своя функция. Бог являет себя по-разному в каждой своей ипостаси. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот смотрите, Лука 4:18. Евангелие Луки 4:18. Дух Господень на мне. Это когда в храме Иисус взял свиток из Торы, и его попросили что-то прочесть, и он начал не просто читать, он начал провозглашать, как словом, которым он был. Он провозглашал себя. Вот эта Тора, которая оживала. Живая Тора для Израиля. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Можно сказать так. Смотрите, если бы Иисус сказал, начал бы вот с этого: я пришел благовествовать нищим, буду исцелять, буду проповедовать, освобождать, и слепые будут прозревать. Знаете, сколько таких приходило до Него и после Него, которые говорили: придите ко мне, и я сделаю вас счастливыми, и я сделаю вас прозревшими. Но все, о чем бы даже Иисус сказал, и это было важно, но оно потеряло бы смысл и значимость и силу, если бы это было без Духа. С чего начал Иисус? Он начал с Духа. Дух Господень на мне. Сегодня, я скажу, немножко даже не планирую, это просто прямо выходит из сердца. Это время Церкви Божией вернуться в Дух. Это не так, что мы прям совсем, знаешь, ушли, и грехи смертные нас одолели, и мы уже не имеем там милости и благодати. Нет. Но в то состояние духа, в котором мы должны быть на Божьей лестнице, как лестница Иакова, ближе к Богу, а не где-то в начале или где-то мы спустились. Лестница духа. И знаешь, планка, о которой говорил Иисус. Вы знаете, как Он сказал, когда Его спросили о возможности мужчине оставлять женщину, о разводе. Это была такая практика естественная. Моисей одобрил ее, чтобы разводиться, но некоторые люди, они искали все-таки ответы. Видать, все-таки их беспокоило сердце, и где-то вот правильно ли они делают. Они спросили Иисуса: а можно ли разводиться? На что Иисус сказал: Моисей по жестокосердию вашему дал. Так не было в начале. Аминь. Так не было в начале. И вопрос единства, вопрос согласия, это другая история. Но это вопрос того, что то, что исходит от Духа Господня. То есть наша жизнь, наши действия, наши мысли, наши поступки должны прежде всего исходить из Духа Божьего. Прежде всего, а не потом, когда мы просим: Господи, приди и помоги. И поэтому Иисус сказал: Дух Господень на мне. Все будет терять смысл, если мы что-то делаем без того, что Дух Господень помазан. Нам нужно вернуться в глубину, нам нужно помазание Духа. То помазание, которое на сегодняшний день Бог хочет, чтобы было в нашей жизни. Знаете, кто-то сказал так: когда я говорю какие-то вещи, я специально не говорю, откуда это, я узнал еще что-то, но я хочу это как сделать мягкую коррекцию, когда кто-то говорит немножко, как я чувствую, да, это не совсем согласно с Писанием, где-то с Духом. Кто-то сказал примерно так: мы живем во время благодати, мы живем в Новом Завете, где нам немножко проще.
Потому что если посмотреть, как жили евреи, их традиции, их устои, вот эти все правила, там говорят, 600 с лишним сколько-то правил, которые нужно исполнять в законе, как бы, да, там, приходя в